Радостная весть пришла на этой неделе из Америки. Город Грозный награжден почетным дипломом ООН «Хабитат» в номинации «Постконфликтное восстановление». Такое решение было принято заместителем генерального секретаря ООН. Деятельность Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН «Хабитат» направлена на обеспечение безопасности и устойчивого развития населенных пунктов планеты. Эта программа является главным исполнителем в реализации целей развития тысячелетия, принятых главами государств ООН в 2000 году. ООН «Хабитат» была основана в 1978 году. Это ведущее учреждение по реализации повестки Дня «Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных пунктов в системе Организации Объединенных Наций, в центре внимания которого два приоритетных направления – обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. Как отметил мэр города Муслим Хучиев, награда Грозного является международным признанием успехов и достижений не только чеченской столицы, но и всей Чеченской Республики. Вручение награды на днях пройдет в столице Соединенных Штатов Америки, Вашингтоне. Это действительно хорошая награда для нашей республики, в целом, как и города. И 5 октября это действительно для нас знаменательный день. Вы знаете, это и дата города, день города, и другие мероприятия, это день рождения и президента республики. Действительно, сам, так сказать, Всевышний нам в этом помогает. Нужно отметить, что с июня 2005 года Грозный является членом Евразийского регионального отделения Всемирной организации объединенных городов и местных властей, который является важным партнером ООН «Хабитат» в реализации целей развития тысячелетия. Город Грозный является единственным обладателем такой награды из всего Евразийского региона. Кроме того, Грозный не так давно стал лучшим городом стран независимых государств. Он является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а также признан лучшим муниципальным образованием России в 2008 году. История города Грозного интересна и тяжела, так же, как и судьба чеченского народа. Город был образован на месте объединенных двух слобод по обе стороны реки Сунджи в 18 веке. Население города в то время насчитывало около 4000 жителей. К концу 19 века молодой город стал крупным торговым центром Северного Кавказа. 1 мая 1893 года на Грозненский вокзал прибыл первый поезд. Грозный стал крупным промышленным, научным и культурным центром. Его по праву называли самым зеленым городом Северного Кавказа. Здесь чеченец русский ингу счастье умножает в дружеской семье. Дорогая, милая столица, расцветай на радостной земле. Свое название город унаследовал от военной крепости Грозная, построенной в этих краях царской армией в карательных целях. В октябре 1818 года было завершено строительство крепости Грозная, послужившей основанием города Грозного. Крепость была заложена в июне 1818 года по приказу генерала Ермолова на месте разоренных чеченских поселений. Поначалу это было земляное укрепление, состоящее из 20-метровой ширины рва и высокого земляного вала, и представляло собой правильный шестиугольник, имевший в поперечнике 500 метров. Советская власть в Грозном устанавливалась долго и полностью закрепилась только летом 1918 года в огне жестокой гражданской войны. После тех дней город пережил голод 30-х, Вторую мировую войну, депортацию коренного населения, серию контртеррористических операций против бандформирований. В результате 85% инфраструктуры города были полностью уничтожены. Несмотря на все эти катаклизмы, сегодня в Грозном новые здания, сады, парки, везде видны леса новостроек и восстанавливаемых объектов, и, конечно, стрелы башенных кранов. Застройка и восстановление города после военных действий производилась целыми микрорайонами. Сегодня практически полностью произведена реконструкция автомагистралей, центральных проспектов, улиц, городов, площадей и парков. А ведь сравнительно недавно никто и не верил, что Грозный подлежит восстановлению. Столицу Чеченской Республики всерьез намеревались привести во второй по величине город Гудермес. Лишь благодаря тому, что в 2000 году глава администрации Чеченской Республики, а впоследствии и президент республики Ахмад Кадыров, заявил, что столицей Чечни был и остается Грозный. Город смогли спасти от его превращения в военный полигон. По словам Ахмата Кадырова, вся история Чеченской Республики тесно связана с Грозным, и поэтому нельзя переносить столицу. Постепенно в город начали возвращаться люди, а сама столица понемногу восстанавливаться. Хотя за этой сказкой стоит титанический труд, круглосуточный труд, прежде всего, нашего лидера
Рамзана Ахматовича Кадырова, всей его команды, всего чеченского народа. Это успех, это фантастика, это то, чему удивляется весь мир. И, конечно же, Рамзан Ахматович, прежде всего, я хотел бы выразить благодарность всех горожан за второе рождение города Грозного. Не будь настойчивости Ахмата Хаджи Кадырова, который настоял на том, что город Грозный будет стоять на том же месте и будет обязательно восстановлен, много ходило слухов о том, чтобы надо его перенести в другую географическую точку в Чеченской Республике. И все помнят слова ваши, когда вы сказали, что лучшей памятью Ахмата Хаджи Кадырова будет восстановленный, отстроенный, красивый город Грозный. Уже послезавтра, 5 октября, Грозный отметит свой День города, который был учрежден 2 года назад. Соответствующее распоряжение подписал тогда мэр Грозного Муслим Хучиев. По традиции на День города в нашей столице пройдут массовые гуляния. Перед горожанами выступят солисты Республиканской филармонии, а также танцевальные коллективы. Отрадно отметить, что День Грозного по дате совпадает с днем рождения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Именно с его легкой руки и вопреки всем пессимистическим прогнозам, сегодня Грозный радует своими темпами развития, интересной архитектурой зданий и красочными контрастами фонтанов, парков, аллей, многочисленными культурными объектами. В этой связи за выдающиеся достижения, способствующие восстановлению и развитию чеченской столицы, а также за эффективную, благотворительную и созидательную деятельность во благо города Грозный, в 2006 году было присвоено звание «Почетный гражданин города Грозный» Кадырову Рамзану Ахматовичу. Подобные звания впоследствии присуждены также председателю правительства Чеченской Республики Одессу Байсултанову, мэру города Москвы Юрию Лужкову и другим. Немалая заслуга в возрождении Грозного принадлежит и его мэру Муслиму Хучиеву. Главной достопримечательностью Грозного, конечно же, является проспект имени Владимира Путина, бывший проспект Победы. Его восстановление для городской администрации стало главным событием за эти годы. Сегодня проспект Путина ничем не отличается от улиц даже самых развитых городов России и уже давно стал одной из главных достопримечательностей чеченской столицы. Мы открываем проспект имени Путина Владимира Владимировича. Путин Владимир Владимирович наш национальный лидер. Для чеченского народа он спаситель, он спас нашу республику, наш народ. Он доверил Кадырову, Кадыров доверил народу. И так у нас случилось то, что всегда чеченский народ мечтал. Это мир, стабильность, спокойствие. В век всемирной сети интернет Грозному посвящены многочисленные интернет-ресурсы. Разбросанные по всему миру грозненцы с удовольствием следят за красочными преобразованиями в родном городе, а многие даже возвращаются домой. Грозный – это город удивительной судьбы, это город будущего. С ним связано немало легенд и преданий. Так, Чеченская Республика всегда была известна своими святыми старцами, шейхами и устазами. Многие из того, что они предсказывали, впоследствии сбылось. Это депортация, развал СССР, военные действия в Чечне. Также святые предсказали, что Грозный зарастет бурьяном, а потом снова возродится и станет самым цветущим городом на Северном Кавказе. Никто в это не верил. Как это развивающийся, строящийся город может зарасти бурьяном? Не верили до тех пор, пока не наступил август 1991 года. Не стало СССР. На смену коммунизму пришел капитализм. В стране началась борьба с международным терроризмом. Грозный дважды был разрушен. Бурьяном заросли его пустыри, которые появились там, где прежде стояли многоэтажные дома, скверы и парки. И только сегодня, как и предсказывали в истории Грозного, началась новая эпоха – эпоха возрождения и развития. Местные власти всерьез намерены вернуть городу былую славу и сделать его вновь не только городом роз, но и центром мира и добра. И видя все эти позитивные преобразования, можно быть твердо уверенным, что руководство республики и городской администрации непременно добьется поставленной цели. И не когда-нибудь, а уже в ближайшее время. Встретиться с тобой, город Грозный.